Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на интеллектуальной битве «Эрудиты». И сегодня играть будет команда «Лига» против команды «Картель». Я очень рада, что вы здесь сегодня. Спасибо, что пришли. И давайте для начала познакомимся. Команда «Лига», вам слово. Хотел бы представить нашу команду «Лига». Так, первый начнем с Ислама. Ислам у нас ведет наше управление все подряд, он у нас стажер. Дальше Казбек, он у нас ведет направление, это реклама, недобросовестная конкуренция и немножко наказывает административное правонарушение. Правильно. А так у нас Магомед Халмурдиев, это у нас самый главный борец 44 ФЗ, это закупки, государственные закупки. Так, меня зовут Магомед Башир, веду направление о защите конкуренции, 135 ФЗ. Очень приятно. Команда «Картель», вам слово. Салам алейкум. Представил бы впервые у нас, первый человек у нас Михаил Тачиев. Это самое узнаваемое, наверное, лицо нашего управления, так как он вообще рекордсмен, наверное, не только в нашей республике, но и во всем Северном Кавказе. По сумме наложенных штрафов. За прошлый год он наложил 200 миллионов рублей штрафов на нарушителей. Молодец. Потом у нас Ахмед Аушев, человек, которого знают, в принципе, все чиновники нашей республики. Он у нас контролирует госзаказ и наводит порядок в этой сфере. И я Тачиев Батыр, который сегодня пришел, меня наняли, чтобы их представить. И все вы вместе представляете антимонопольную службу Республики Ингушетия. Так? Поехали! Итак, мы начинаем первый тур. В этом туре вы услышите 8 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 20 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 2 балла. Какой город французский географ Жан-Жак Элизе Реклю назвал алмазной пуговицей, застегивающий дельту Нила? Итак, время для обсуждения истекло. Давайте начнем с команды «Картель». Вам слово. Мы думаем, что это будет город Египет, страна Египет. А я просила назвать город. Город. Мы успели записать ваш. Египет ваш ответ. Получается, так. Да, наш неправильный. Ваш ответ? Наш ответ – город Каир. Каир. Правильный ответ – Каир. 2 балла в вашу копилку. Какую науку в Византии называли срединным знанием и изучением бестелесных понятий? Что же, время вышло. Давайте начнем с команды «Лига». Так, наш ответ – астрономия. Какие-либо еще версии были у вас? Нет, у нас одна версия пока. Астрономия. Да. Все. Да. Ваш ответ? Мы пришли к общему знаменателю, что это философия. Иные версии были? Психология. Не то, не другое. Математика – правильный ответ. Продолжить пословицу. Сагвезверцинциац.
Итак, время истекло. Пожалуйста, команда «Картель», ваш ответ. Вы считаете, что так звучит пословица данная? Ну, мы бы так его придумали бы. Замечательно. Ваш ответ? Я думаю, мы бы остановились на этом. Все. То есть у вас нет ответа? А пословица звучит следующим образом. Сагвезверцинцияц, тезер сагв. На гербе какой столицы государства изображен серебристый кораблик с надписью «Его качает, но он не тонет». Итак, время истекло. Пожалуйста, Лига, вам слово. Ответа нет у нас, к сожалению. Ни до чего не додумались, да? Жаль. Ваш ответ? Среди многочисленных вариантов мы, наверное, сойдемся на варианте столица Великобритании, Лондон. Лондон. Да, мы так считаем. Мы долгое время были великой морской державой, поэтому так подумав. А это столица Франции, Париж, правильный ответ. Китайцы первыми культивировали это растение и назвали его янгтао. Англичане стали называть его китайским крыжовником. А какое название оно получило в Новой Зеландии? Итак, время для обсуждения истекло. Команда «Картель», мы слушаем вас. У нас был вариант, что это рис. Мы пришли к мнению, что это цветы тюльпан. Тюльпан. Да. Это растение, вы считаете? Так. А как считаете вы? Мы долго размышляли над ответом и все-таки пришли к мнению, что это киви. А какие версии еще были? Еще была версия капуста, рис, но все-таки А почему выбрали киви? так выбрали. Не знаю, почему команда так решила. И правильно сделали. Киви – это верный ответ. 2 балла в вашу копилку. Кто является автором романа «Аи бясти вашах астыш»? Зима разлучается с весной. Итак, время истекло. Пожалуйста, команда «Лига», вам слово. Мы думаем, что это Чахкиев. Вы думаете или вы знаете точно? Точно не знаем, но мы так... Да. Вы знаете, что вы так думаете, да? Ваш ответ? Чахкиев. Чехкиев Саид, да? Ваша версия? Ну, с таким названием у нас романы писали, мы знаем, что и в Древнем Китае, и в Византии писали, и в Египте писали. Вот. Мы считаем, что так как мы в школе это не изучали, я его точно не изучал, поэтому это более свежее должно быть произведение, и поэтому мы считаем, что это Кодзоев написал. Правильный ответ – Ахмед Боков. Какому месяцу посвящена пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» Петра Чайковского? Итак, время истекло. Команда «Лига», ваш ответ.
Мы считаем, что данная пьеса посвящена месяцу февралю. Февралю. Да. А какому месяцу она посвящена у вас? Мы считаем, что пьесу можно писать, наверное, в зимнее время, так, когда снег красиво. И у нас декабрь, январь, февраль. И вот это у нас получается тройка месяцев. И мы выбрали середины месяца, это у нас получается январь. По-вашему, в другое время года пьесу писать нельзя? Ну почему-то сразу... Тройку просто у нас как бы ассоциация. Тройка это вот запрячь тройку. Все понятно. Наши... А месяц этот ноябрь. В Средней России в ноябре уже выпадает снег. Поэтому появление тройки лошадей с колокольчиками под дугой – явление обычное. Начинается пьеса широкой мелодией, которая символизирует русские просторы. Вдруг вдали слышен звон приближающихся колокольчиков, они все ближе, ближе, и вот их звон переходит в песню ямщика. Пронеслась тройка, и звон колокольчиков постепенно удаляется и затем исчезает. Ноябрь – правильный ответ. И последний вопрос этого тура. Чьи корабли в 1498 году вел известный арабский навигатор Ахмед ибн Маджид от восточного побережья Африки к берегам Индии? Что ж, время для обсуждения вышло. Пожалуйста, команда «Картель», мы слушаем вас. Мы сначала подумали, что это был пират, потом не вспомнили его имя, потом решили сказать, что все-таки короля Англии, но потом вспомнили мусульманского пирата известного, это Барбосса. Это был мусульманином, известным мусульманином, и не таким человеком, как его представляют сегодня, и не настолько, наверное, романтичным, как его представляют. Ответ мы первый дали — короля Англии. Но все-таки, скорее всего, это вот с пиратами связано. Но будет видно. Да. Ваш ответ? Мы думаем, Кортес. Эти корабли принадлежали португальскому мореплавателю Васко да Гаме. И по итогам первого тура команда «Картель» сыграла со счетом 0. Команда «Лига» заработала 4 балла. 4-0 счет. Итак, мы начинаем второй тур. В этом туре вы услышите 10 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 3 балла. Бойтесь донайцев, дары приносящих. О каком даре идет речь? Итак, время вышло. Лига, мы слушаем вас. Мы, подумав, решили дать такой ответ «смерть», так как донайцы звучит очень как бы грозно, но мы не знаем, кто такие донайцы. Наш вариант ответа — смерть. Подарок. Приносят подарок, да. Так. Говорят, боятся? Ну, логично. Есть в этом что-то. Ваш ответ? К счастью, на этот раз мы уверены в своем ответе. Мы смотрели это кино, наверное, все смотрели кино. Ответ — «Троянский конь». Да, «Троянский конь». Да, но ответ — «Троянский конь». Подарок? Да, да. Так.
В поэмах Гомера греки именовались донайцами или ахейцами. Дары донайцев – это иносказательное выражение, означающее подарки, приносящие беды. Берет начало от деревянного коня, внутри которого были спрятаны греки, захватившие Трою. Троянский конь – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Согласно Эдде, верховный бог скандинавов Один, чтобы получить знание рун, 9 ночей провисел на дереве, пронзенный копьем, многократно умирая и воскресая. В жертву кому себя принес Один? Что ж, время истекло. Пожалуйста, картель, мы слушаем вас. Мы специалисты богов законодательства, но не богов скандинавских стран. Но если это Один, и так полагаем, раз он... Ну, это мы философствуем, наверняка не знаем. Вот, но раз он 9 раз себя убил, это цифра 9 должно быть, видимо, связано. Но тогда мы считаем, что кровь, которая из него лилась, она орошала землю. То есть он привел себя в жертву земли. Земле? Да, вот земля расцвела именно благодаря этому. Хорошо. Как считаете вы? Мы считаем, что Один принес жертву саму себе. То есть сам себя принес в жертву, да? Выше него в этой мифологии, по-моему, не было богов. Так что кому он мог принести себе жертву? Один принес себя в жертву самому себе. 3 балла в вашу копилку. Назовите автора этих строк. Безым бірсі, уқдынент вақыш, наха, сейні мога дикішде, дұхылшины вақыр ер аддуатсыш, ты қачышсы давол де. Итак, время вышло. Лига, ваш ответ. Мы думаем, это родной дедушка моей снохи Джамал Индиев. Джамалдин Яндиев. Да, Джамалдин Индиев. Когда придете домой, спросите у своей снохи точно, хорошо? Ваш ответ? Из уважения к нашим оппонентам мы также считаем, что ответ Джамалдин Яндиев. Из уважения к снохе Магомед Башира, да? Джамалдин Яндиев. Захул Целилович Дадмычет. Правильный ответ – Азматгири Угурчиев. В XIV веке правительство Англии запретило использовать уголь в качестве топлива из-за его зловония. Сжечь уголь разрешили только представителям одной профессии. Какой? Итак, время вышло.
Команда «Картель», ваш ответ. Посовещавшись, мы решили, что это кочегар из-за того, что при горении этого угля из него издается запах, и чтобы человек не распространял этот... Как бы это объяснить? Как-нибудь. Ну, мы считаем, что это кочегар. и всё. Кочегар, ваш ответ. Хорошо. Ваш ответ. Мы изначально думали, что это как бы своего рода что-то вроде крематория или уничтожения зараженных тел. Но все-таки решили остановиться на кочегаре. Так что очень востребованная профессия по тем временам. Да? Как-то дом топить нужно было людям. Наш А ответ. правильный ответ – кузнецам. Что созданное за океаном, стало символом страны совершенно другой части света? Хорошо. Итак, отведенное время истекло. Пожалуйста, команда «Лига», мы слушаем вас. Мы считаем, что это корабль. Просто корабль. Может, парусный. Может, просто. Это и есть подарок тот самый, да? Скорее всего. Скорее, но не всего. Пожалуйста, ваш ответ. А уже всего это статуя свободы, которая была изначально произведена во Франции и подарена Соединенным Штатам. Вывезена туда как в качестве подарка и установлена. Ну, По Замечательно. крайней мере, этот ответ может подойти, потому что это то же самое за океаном, за Атлантическим Тихим. Да. Статуя свободы – это правильный ответ. Колоссальная скульптура в стиле неоклассицизма, расположенная в США на острове Свободы, находящемся в верхней Нью-Йоркской бухте примерно в 3 километрах к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен. Была сооружена как подарок США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Является национальным памятником США. С 1984 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 3 балла в вашу копилку. Скажите на ингушском языке «снегирь». Итак, время вышло. Пожалуйста, команда «Картель», вам слово. У нас был вариант чигир, но тут мы поняли, что чигир – это ласточка. Чигирьки. Да, чигир, да, это ласточка. Получается, хоть какие-то здания у нас есть. Оправдывает себя, да? Реабилитация пошла. Все равно тут по логике, я понимаю, что здесь сложно применить логику, но по логике получается что-то такое связано. Вот так. Да. Олхазырым дергиш бедиш. Ваш ответ? Нам почему-то в последний момент пришло в голову ответить «Гота Газельки». Только мы не знаем, как это переводится. Все же лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего, да. Берценкок – правильный ответ. Среди эскимосов, живших в прежние времена у залива Лангтон, славным подвигом считалось убить индейца. Совершивший это имел право сделать на лице татуировку от носа до ушей. Не менее славным подвигом
отмечаемым татуировкой от рта до ушей, было убийство животного. Какого? Итак, время вышло. Команда Лига, ваш ответ. Мы считаем, что подвигом является убийство кита. Кита нужно убить, Да. так? Так. Как считаете вы? У нас был вариант белый медведь, но потом мы вспомнили, что белые медведи у эскимосов это были домашние животные, как у нас кошки. Да, они очень суровые ребята были. Но вот охотились они на китов. А правильный ответ – кит. По 3 балла каждой команде. Происхождение этого слова связано с именем легендарного египетского мудреца Гермеса Трисмегиста, которому приписывали искусство прочной закупорки сосудов, закрывания их металлическими печатями, что играет большую роль в виноделии. Что это за слово? Мы готовы. Итак, время истекло. Команда «Картель», ваш ответ. Мы считаем, что это штопор Угу. открывал, который... То есть вы пошли от обратного. Мы не закрываем с вами, а открываем. Да, да. Это слово было связано именно с процессом закрывания. Штопор, Ну, штопор. да. Ваш ответ. Мы уверены, что это не штопор, а герметизация. Правильный ответ – герметический, однокоренное герметизация. 3 балла в вашу копилку. Российский ингушский поэт, прозаик, драматург, публицист, диссидент. Родился 24 июня 1943 года в селении Яндари. Кто он? Итак, время истекло. Команда Лига, ваш ответ. Мы считаем, что это Плиев Саид. Магомед Саид. Магомед Саид. Родился в Яндаре, по-вашему. Считаем, что да. Как считаете вы? Сначала немного похвастаемся, скажем, что вот не знаем, где некоторые писатели живут. Яндиев, он в Балтии. В Балтии родился, Да, родился, точнее, Кадзой, Ангушт. Вот. Знаем, где Яндари находится. Знаем, где Яндарь, да, находится. И начали перечислять фамилии, которые живут в этом селе. Там Султыгов, Евлоев, разные фамилии, которые живут. Но, наверное, Султыгов. Просто мы не уверены, есть ли такой писатель у нас. Но думаем, Султыгов. Главное, вспомнить тех, кого и нет, да? Как бы, да? Хашигульгов Али Татарович. Правильный ответ. И последний вопрос этого тура. Возраст коровы можно определить
по степени изношенности резцов нижней челюсти. Почему для этой цели не годится верхняя челюсть? Потому что они кривые, да, поэтому когда она перетирает нижнюю челюсть. Итак, время истекло. Пожалуйста, команда «Картель», мы слушаем вас. Из нашей многочисленной команды я один, который жил в городе и который как бы не занимался Коровами? да, непосредственно общением с коровами. Так, чтобы вот я на себя взял эту ответственность и скажу, что из логики, что у них просто нет верхних резцов, поэтому нижние затачиваются, и можно по ним определить. Вот так. Только Хорошо, так. как считаете вы? Так, как сказал наш оппонент, то же самое, я тоже с города, поэтому тоже на себя взял именно из-за этого. Поэтому в связи с тем, что когда корова живет, у нее верхняя челюсть стоит, а нижняя работает. Поэтому, что бы то ни было, солома или что бы она ни делала, у нее нижняя работает, поэтому и стачивается. Стачивается, что нижняя, да? А да, верхняя нижняя. стоит. Верхняя, само собой, стоит, у нее работает только нижняя челюсть. Формирование первых резцов начинается у теленка еще до появления на свет. При рождении в пасти уже виднеются первые 4. Когда корова меняет зубы, то на верхней челюсти они уже отсутствуют. Вместо них уплотненная десна, образованная твердой соединительной тканью. Там нет зубов. 3 балла в вашу копилку. И по итогам второго тура, что у нас получается? Команда «Картель» заработала 12 баллов, команда «Лига» 9 баллов. Общий счет 13-12. Лига впереди. Итак, мы начинаем третий тур. В этом туре вы услышите 6 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 1 баллу. Название советского фильма со Станиславом Любшиным в главной роли – это своего рода призыв не стрелять в этих птиц. Каких? Скорее всего. Итак, время вышло. Пожалуйста, Лига, вам слово. Мы думаем, что это фильм, который был под названием «Летят журавли». То есть призыв не Птицы, стрелять да, в этих да, птиц. журавлей, да. Хорошо. Как считаете вы? Так, у нас было 2 варианта ответа. Так. Это у нас лебеди и голуби. Вы выбрали? Лебеди красивее, но почему-то мы решили Потому что... Ну, это как раз то время, когда нарисовали птицу мира, голуби. Поэтому мы считаем, что вот в голубей нельзя было стрелять в это время. А Птиц мира, как на название символ мира. фильмов. А вот так, да? Да. Ну, мы бы так сделали бы на его месте. «Любовь и голуби» фильм Да, напрашивается, да? да, Но также есть и фильм, который прям несет это название. Для журавлей. «Не стреляйте в белых лебедей». Это правильный ответ. Какой рассказ Антона Павловича Чехова начинается словами: «Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата все 3 крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга».
себя. Итак, время вышло. Картель, мы слушаем вас. Наш неправильный ответ будет волчица. По логике вещей она встала, так и называется, да? Да, волчица, наверное. Хорошо. Какой неправильный ответ будет у Давайте вас? же дружно. наверное. Я так думаю, что название такое, что первый голос сейчас лезет, то и скажу. Давайте же дружно. наверное. Придумают же название, да? Заяц придумал, да? Когда волчица. Антон Павлович Чехов написал рассказ «Белолобый». Это правильный ответ. Назовите дату принятия Конституции Республики Ингушетия. Итак, время вышло. Пожалуйста, начнем с Лиги. Ваш ответ. Конституция Республики Ингушетия была принята 27 февраля 1994 года, по нашему мнению. Так, как считаете вы? Мы буквально недавно, если подписаться на нашу страницу в соцсетях Ингушского УФАС России, то подписавшийся узнал бы, что у нас, если он не знал, что у нас вот эта дата 27 февраля 1994 года. И сколько лет мы отметили? 25 лет. 25 лет. Круглая дата у нас сегодня. 27 февраля 1994 года принята Конституция Республики Ингушетия, которая состоит из преамбулы 11 глав и 114 статей. Это правильный ответ по баллу каждой команде. Кто из известных русских писателей виртуозно играл на фортепиано и являлся автором знаменитых вальсов? Итак, время истекло. Пожалуйста, команда «Картель», мы слушаем вас. Наш ответ Чех. Только потому, что он прозвучал вопросом Да, выше? потому что прозвучал и... Значит, где-то какой-то еще должен быть, да? убеждение, хотя бы и не прав, но хотя бы, может быть, что-то там... какая-то Может и надежда быть. есть. А может и не быть. Ваш ответ? Мы считаем, что виртуозно играл на фортепиано это Есенин. Есенин. Да. Интересно. Это вальс ми минор и вальс ля бемоль мажор. И написал их Александр Сергеевич Непушкин. Грибоедов. Знаменитый афоризм древнегреческого врача Гиппократа гласит: «Наука обширна, случай шаток, опыт обманчив, суждения затруднительны, а жизнь закончите мысль». Что ж, время истекло. Пожалуйста, Лига, мы слушаем вас. У нас было два варианта ответа, более подходящие, на наш взгляд.
это непредсказуемо и бесценно. Но мы решили Выбрали? остановиться на варианте бесценно. Бесценно. Да. Так, как считаете вы? Мы считали, что жизнь скоротечна, жизнь мимолетна, но вот решили остановиться на жизнь коротка, наверное. Тут синонимы. Вот жизнь. Но это Ваш неправильно. ответ? Коротка. И сомневаются тут же, да? Наука обширна, случай шаток, опыт обманчив, суждения затруднительны, а жизнь коротка. 1 балл в вашу копилку. И последний вопрос этого тура. Как звали коня Дон Кихота? Беломоре. Македонский, куда ты драться? Наверное, македонский. Итак, время истекло. Команда «Картель». Ваш ответ. Санчо Панчо. Санчо Панса – это конь, по-вашему. Вот какое-то странное название, просто абстрактное. Это для меня вообще такая новость сейчас. Вы себе даже представить не можете. Я не знала, что Санчо Панса был конем в этом произведении. Но это здорово. Ваш ответ. Так, мы ответим коротко. Краткая сестра таланта мы не знаем. А как сказал кто? Краткость сестра таланта. Только что... Вы должны были знать. Чехов. Итак, коня Дон Кихота зовут Росинант. Как отмечают многие литературоведы, Росинант является не просто лошадью, но и своего рода двойником хозяина. Он также неуклюж и по ходу романа совершает действия, превосходящие его возможности. Итак, по итогам 3-го тура команда «Картель» заработала 2 балла, команда «Лига» 1 балл. Общий счет 14-14. Итак, мы начинаем 4-й тур. В этом туре вы услышите 4 вопроса. На обсуждение каждого вам дается по 1 минуте. За каждый правильный ответ вы получаете по 4 балла. Эта книга единственная в мире, в которой нисколько не режут слух длительная инвентаризация, список вещей, описание сельхозработ на фоне бесконечных богословских рассуждений. До ее автора никому больше в голову не приходило искать увлекательность в описании трудовых процессов. Как называется эта книга? Вы подумайте. Вдруг неправильно. Мы другие не знаем. Это не Конституция. Для того есть время обсуждать. Итак, минута вышла. Команда, я хочу услышать ваши ответы. Начнем с Лиги.
Вам слово. Так, из немногочисленных вариантов мы остановились на книге Карла Маркса под названием «Капитал». Карл Маркс. «Капитал». Как экономисты их туда внесли. Ага. Как считаете вы? Мы вначале считали, что это домовая книга, которая была написана еще в Древней Руси, вот, которая говорила, что нужно делать, ну, как сейчас, женщине, которая ничего не делает. А, вот так, да? Вот, да. Но недавно, в принципе, посмотрев фильм «Тобол», мы считаем, что это повесть временных лет. Повесть временных лет. Да, там в одном экземпляре книга, которая была написана, она сохранилась. Это произведение Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Изображения на бортах боевых самолетов часто не несут никакой важной информации. Так, Ганс Хендрик, воевавший в Испании, вывел на фюзеляже своего мессершмитта следующее: 1936. Восклицательный знак и один известный символ. На другом борту он написал 1940, вопросительный знак и тот же символ. Что это был за символ? Если вы назовете свастику, то ошибетесь. До начала что было? Итак, минута вышла. Лига, мы слушаем вас. Ну, чисто логически, если подумаем, я думаю, что, может быть, символ это было Ника. Не знаю, как он изображен, но Ника. То есть победа. Может быть, какие-то Символ битвы победы. были при 36-м и 40-м у этого летчика, и он победил. И годы вам ничего не сказали, да? Может, какие-то сражения? Нет. Может 39-й, 41-й. 36-й, Нет, 40-й. 39-й это есть война. Ну, 36-й мне ничего не говорит. Вот. Да. Ваш ответ? Мы сначала посчитали, ну, у нас известно, да, сколько, ну, это если боевые вылеты, то число сверженных, поверженных врагов отмечались звездами, то есть сколько звезд было. Допустим, он мог бы ответить у себя на борту в 1936 году, сколько сбитых самолетов этими звездами. Но мы считаем, что так как Испания несколько раз вступала в войну, то так. Поэтому в 1936 году мы считаем, что он написал восклицательный знак, что Испания сохранилась, то есть флаг Испании. А в 1940 году он флаг Испании также нарисовал и поставил вопросительный знак, так как в 1940 году Испания только вступила туда, он не знал, что будет дальше. Этот символ, который он изобразил, 5 олимпийских колец. Хендрик стал олимпийским чемпионом 1936 года и собирался стать им на Олимпиаде 1940 года. По воспоминаниям современников, граф Петр Батурин был таким щеголем, что периодически отсылал свое «это» в Париж для некоего действия. По наблюдениям наших современников, в приграничных районах Польши довольно распространено выполнение
того же действия для немцев. Мы не спрашиваем, что именно Батурин отсылал в Париж. Скажите, что это за действие? Итак, минута вышла. Команда «Картель», мы слушаем вас. Наш ответ граф Батурин, ввиду того, что он был шоглем, модником, мы считаем, что вот как в принципе, вот в современное время Париж ранее был центром моды. И мы считаем, что он отсылал некий свой предмет одежды для того, чтобы его то ли перекрасили, то ли как-то подстроили под моду Европы. Переделали. Да, под моду Европы. Под Париж. И наш ответ – дань моде, действие, дань моде. То есть он своим действием… Да, он отдавал дань моде. Брал оттуда то, что То есть все я поняла ваше. Переделать одежду, да, дабы быть еще более модным. Да. Правильно? Да. Он отправлял свою одежду. Да, что-то из одежды. Так. Или может предмет. А действие – дань моде, да? Да. Ваш ответ? Так, у нас, честно говоря, вариантов было мало. И на данный момент мы думаем неправильно, но все равно, что в голову пришло, может, изготавливать, варить пиво, как бы правильно делать. Хотя изначально думал, что в Германию отсылал, не расслышал Париж. Сейчас только узнал, что Париж. Мне очень обидно, что вы, можно сказать так, не додумали, наверное, свою версию. Он действительно отсылал одежду, а если точнее, то белье. И это действие, стирка белья, не дань моде. Поляки нынче часто зарабатывают на жизнь стиркой белья для немецких гостиниц. Стирка белья – правильный ответ. И последний вопрос этого тура. Это устройство американцы считают настолько важным и необходимым, что хранят первый его экземпляр на специальной подставке, которая в случае ядерного взрыва уходит по специальной шахте на недосягаемую глубину. О каком устройстве идет речь? Итак, отведенная минута истекла. Ваши ответы, команды. «Картель». Мы, как честные люди, скажем, что мы достоверно не знаем, к своему стыду.
честно говоря, странно, что вообще нет каких-то блокбастеров, и вы бы посмотрели бы на эту тему. Есть, да, код да Винчи, только если. Мы считаем, что так придумали, что это, возможно, капсула спасения президента. Еще у нас версия была, что это ДНК первого человека. Причем капсула уходит без Капсула президента, да? Не, ее как-то должен туда, не знаю, попасть. Как-то должен. Да, хотим остановиться на менее романтичной киношной версии «С президента уйти» и сказать, что это связано с выживанием. То есть это... Почему первый экземпляр, нам непонятно, но... Экземпляр, да. Да, и это должно быть устройство. Если это устройство, это аппарат. В аппарате должно что-то храниться, а хранится там ДНК, либо там история, либо что-то, что может Очень дорого. воспроизвести человечество, что очень дорого человечеству. И ваш ответ? Понятно. И ваш ответ? Капсула. Так? Да, считаем, устройство – это капсула, да. Ваша версия? Наш вариант ответа, может, он нелогичный. Мы считаем, что это колесо. То есть? Без объяснения. Поясните. Просто колесо. Такое дорогое? Да, с чего пошел весь технологический процесс. Докатились, да, до сегодняшнего К дня. чему пришли, да? Все понятно. А речь шла о Конституции Соединенных Штатов Америки. Это тоже устройство, только государственное. И по итогам 4-го тура 0-0. А счет 14-14. Итак, мы начинаем заключительный 5-й тур, в котором мне понадобится по одному участнику от каждой команды. Отвечать вам придется на 3 вопроса. Кто ответит быстро и правильно, тот и принесет балл своей команде. В случае же неправильного ответа, только тогда соперник сможет ответить, но на 1 балл меньше. Готовы? Проходите. Итак, каково общее название американских индейцев? Пожалуйста, Ахмед, готов? Мой ответ – это аборигены. Аборигены, яйца аборигены, наверное. Наверное. Да. У вас есть версия, Магомед? Я предположу, может, апачи. Как-то так. Это племя, да. Это племя, может, они все так. Может, это первые, кто встретился с завоевателями, и они называли всех апачи. Краснокожие, правильный ответ. Как на ингушском языке мы скажем рубанок? Пожалуйста, Магомед, готов? Фаттен. У вас была версия, Ахмед? Думаю, тоже самый аналогичный ответ. Просто я думал, как бы это более красиво сказать. Сформулировать, а у нас Да. как-то иначе можно это сказать? Фаттен, думаю, правильный ответ. Фаттен – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Какая страна является родиной карнавала? Пожалуйста, Магомед, готов? Может, это Бразилия? Может и Бразилия, а может и нет. У Я вас считаю, есть что это версия, Бразилия. Ахмед? Бразилия и Мексика. Пускай, если Бразилия, у меня будет Мексика. Бразилия, Мексика. Не то. Италия – правильный ответ. Спасибо за участие. Проходите на свои места. Итак, подошел к концу заключительный тур, в котором Ахмед своей команде, к сожалению, не принес баллов. Магомед своей команде принес 3 балла, тем самым вырвав победу. 17-14 общий счет. И со счетом 17-14 победу в сегодняшней игре одержала команда «Лига», с чем я вас и поздравляю. Но считаю, что у вас сегодня общая победа, так как вы являетесь единым целым. Одна организация.
Так что смотрите дальше сами. Но в любом случае я буду рада вас всех здесь видеть вновь. Спасибо за сегодняшнюю игру. И напоследок мне бы хотелось услышать мнение капитанов команд. Батыр, вам слово. Сегодня спасибо вам большое за приглашение, за то, что вытерпели нас. Я делала это с удовольствием. Вопросы были очень хорошие. Спасибо за вопросы, действительно. Просто наша беда в чем? Мы вместо книг мы читаем законы. С самого детства. Что тоже неплохо. С самого детства причем, да. Поэтому, к сожалению, вот искусству, как сегодня выяснилось, мы не совсем близки. Вот. Но, думаю, поэтому нужно исправляться. Будем И исправляться. помимо законов читать все остальное. Другие законы, да. Другие законы. И тем не менее законы, да? Спасибо большое, Батыр. Магомед Башир. Также, в свою очередь, хотел тоже поблагодарить вас. Было очень интересно, немножко стыдно в некоторых моментах. И в будущем, думаю, за то, что мы выиграли, наш руководитель нас премирует. Мы будем на это надеяться, да? Что мы выиграли. Скажите, какие выводы вы сделали по сегодняшней игре? Выводы такие: сколько бы тебе не было лет, надо больше читать. Это все. Развиваться, идти дальше. Никогда не поздно читать. Придете еще? Не знаю. Почему? На себя со стороны посмотрим, потом видно будет. В любом случае, я очень благодарна вам за то, что Вам вы тоже были спасибо. сегодня здесь. Спасибо. И хочу напомнить всем желающим принять участие в нашей игре, присылайте свои заявки на электронный адрес erudity.tv@mail.ru. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Оставайтесь на канале Ингушетия и до новых встреч.